Хочу всех обрадовать. Известный футуролог и специалист по компьютерным наукам Реймонд Курцвейл на этой неделе выдал прогноз, что человечество сможет обрести бессмертие к 2029-2030 году. После 2030 года искусственный интеллект начнет развиваться самостоятельно и в результате со временем достигнет уровня человеческого интеллекта. А в 2045 году люди смогут объединиться с искусственным интеллектом и стать киборгами. Сознание человека можно будет хранить в компьютере. Но чем не матрица? А в это время ученые Казанского медуниверситета разрабатывают формулу долголетия. Некоторые уже окрестили эти исследования лекарством от старения. На самом деле это, конечно, не так. Никакой таблетки молодости не существует. Но неким вполне реальным рецептом долголетия ученые в скором времени смогут поделиться. Для этого они уже сейчас изучают генетический код долгожителей. Для эксперимента пригласили около 200 долгожителей Казани. Изучив их ДНК, привычки и среду, ученые, может быть, смогут раскрыть секрет вечной жизни. Кстати, студенты медуниверситета уже разработали зубную щетку будущего, аналогов которой в мире нет. Проект, который задумывался как стартап, недавно получил грантовую поддержку. Какими еще открытиями будут удивлять татарстанские ученые? Чудеса науки в репортаже Диляры Юсуповой. Это знает каждый ребенок. Зубы надо чистить, чистить надо щеткой. За свою долгую историю зубная щетка пережила немало трансформаций. Чего только мир не придумывал. Щетка с жесткой щетиной, с неровной поверхностью, вогнутая, электрическая. Казалось бы, что еще нового может произойти с таким простым ежедневным инструментом. Основной принцип заключается в том, что щетина двухсторонняя. С одной стороны, она имеет выпуклую форму щетины, с другой стороны вогнутую. Каждая сторона щетки соответствует своей форме зубного ряда. Выпуклая форма идеально подходит по форме к внутренней стороне зубного ряда. Вогнутая подходит для чистки зубов снаружи. Той обычной щеткой, к которой мы все привыкли, прямой или вогнутой, невозможно прочистить зубы с тыльной стороны. Она попросту не соответствует форме зубного ряда. Патентное изобретение есть, а дальше поиск завода-изготовителя для выпуска пробной партии. Следом пойдут клинические исследования для доказательства эффективности. Правообладателем считаемся мы, и вот имеем право только мы выпускать такие щетки. Это как раз-таки форма для литья медицинских изделий. У меня научная работа, технология по изготовлению форм для литья. Для начала мы берем какой-то чертеж изделия какого-то автора и из него делаем прототип модели из воска руками своими. После этого эту прототип модели мы сканируем на 3D-сканере и переходим на компьютер, программу для 3D-моделирования. Неприметный, но нужный процесс в медицине часто бывает. Вот она идея, почти открытие, но все упирается в детали. Может статься, что вдруг не хватает механизмов или нет правильной формы для литья. Изготавливать такую форму из металла – дорогое удовольствие. Тут-то и нужен промежуточный этап между чертежом и конечной формой. После заливки пластичного материала у нас получается вот такое изделие, которое мы можем вложить в рот. Данный тренажер изготовлен для лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. У него есть универсальный угол, который был получен опытным путем в рамках исследований в нашем университете. Зачем вообще нужна эта универсальность? Чтобы вот эти валики попадали на зубной ряд. То есть в любом случае, вне зависимости от того, какой это будет человек, какого он возраста, пола, то есть он в любом случае может осуществлять этот тренинг. Как всякая наука, это звено за звено в цепочке. Выглядит как обычная силиконовая накладка, на самом деле это целый тренажер для челюсти. Казалось бы, уж очень напоминает стандартные стоматологические капы, но уникальность в универсальности подходит абсолютно каждому пациенту и, что важно, не бьет по кошельку. Хотелось, чтобы у нашего населения был доступный способ лечения. То есть наш тренажер будет стоить за единицу продукта не более 900 рублей. То есть это такая сумма, которую, в принципе, разово может вложить любой среднестатистический человек в нашей стране. Ее единожды нужно купить, и, в принципе, также она остается. То есть есть такие футляры специальные, гигиенические, то есть они тоже продлевают срок службы. Доступность, универсальность, простота. Чтобы зарубежные фирмы не
не перепатентовали, не изменили форму. Пока в стоматологическом центре медуниверситета пытаются улучшить качество жизни, то в другой лаборатории этого же вуза стараются продлить эту самую жизнь. Продлить ее искусственно невозможно, говорят медики, а вот обнаружить фактор, влияющий на продолжительность, вполне реально. Все начинается с малого, с наблюдения. Несколько простых экспериментов и вот еще пару пунктов в топ-лист долголетия. Лабиринт Барнс. То есть, например, мы берем наше животное и сажаем его в центр данной модели. И нормальное животное должно довольно-таки быстро найти правильную норку, которая представляет собой аналог укрытия-убежища. Кроме того, там есть кусочек пищи. Помещаем его в стартовый отсек данной модели. Вот. Для адаптации проходит примерно 5-10 секунд, вот, чтобы животное поняло, что его исследует. Вот. И после этого мы открываем стартовую дверь установки. И вот в данном случае животное должно сделать выбор в пользу одного или иного рукава. Как работает память, есть ли ментальные расстройства или склонность к ним. Подобные генные предрасположенности не означают, что человек болен. Новые исследования еще раз доказывают, долголетие чаще всего передается по наследству. Гены невозможно обмануть, но на них можно повлиять, например, с помощью лекарств. Медики уже обнаружили новые молодящие свойства у одного из старых проверенных препаратов, но пока название держат в секрете. В настоящее время этот препарат известен, мы пока не будем его называть, потому что у него обнаружены совершенно новые свойства. Об этом уже давно пишется в зарубежной печати, то есть этот препарат замедляет действительно процесс старения, улучшает когнитивные функции, снижает процессы, которые происходят в организме, например, саркопении, то есть снижение мышечной массы. Для эксперимента приглашают порядка 100 долгожителей Казани, изучают их ДНК и привычки, образ жизни. Так ученые составляют план долголетия. Это некий рецепт здоровой, но пока все-таки старости. Это будут рекомендации, которые основываются как на генетических данных, так и на данных факторов образа жизни, которые будут способствовать увеличению продолжительности и качества жизни человека. Предрасположенность к продолжению жизни обуславливается генетикой где-то на 30%. 50-60% связаны с образом жизни. Таблетки от старости не существуют и вряд ли будут существовать, но облегчить влияние возраста возможно. На разработку ученые берут 7-10 лет. Чем старше человек, тем выше риск онкологии или, например, саркопении. Ее, кстати, можно выявить заранее. На сегодняшний день мы стараемся на самых ранних этапах выявить данное заболевание. Пациент встает на платформу, плотно охватывает руками поручни и делает обычное движение, как будто он просто стоит. В это время происходит фиксирование всей информации. Мы можем определить соотношение, долю, процент и, конечно же, понять, есть ли начальные или какие-то уже прогрессирующие признаки саркопении. Обнаружить или не обнаружить ген можно у каждого, брать ДНК и выяснить досрочно, кто здесь естественный долгожитель. Мы, впрочем, тоже не удержались от эксперимента. Если среди ваших родственников есть долгожители или вы сами хотите поучаствовать в эксперименте, обратитесь в лабораторию вуза. Большинство долгожителей, показывает опрос, вовсе и не знают, от чего такая удача. И когда им задаешь стандартный вопрос, а как вам удалось так долго прожить, они с удивлением разводят руками. Жаль, что ученые не изучают влияние оптимизма на процесс деления клетки. Может, и в этой области их ожидают великие открытия. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Дмитрий Шлемин. 7 дней.